Привет, Здравствуйте. Привет. как дела? Хорошо, отлично. А вы можете со мной вот так общаться, если я буду работать, вот так чик-чик-чик делать? Ты Или вам программист? надо. Пока нет, к сожалению. Учишься Пока я на программиста? Какой в курс? будущем собираюсь накопить хорошо на курсы, все такое, и в будущем, наверное, вот. В А, будущем я имею в виду ближайший год. мечтаешь, Вот. да, стать Не программистом? мечтаю, а А план у тебя, планирую. план уже Да. В ну, данный момент короче. я работаю и А учусь, кем еще работаешь? дизайнем, визуализатором 3D-шником. А, Вот. а, Делаю 3D. визуализатор 3D-шника в какой программе? Работаю 3D Max, 3D могу Max. работать и в "Блендере". А в чем Скоро, у в тебя, будущем. какие у тебя вот работа в основном? Отрисовать дом, наверное, какой-нибудь? Да, я дизайнер интерьера и Мгм. дизайнер архитектуры. Я могу и экстерьер делать, и Мгм. интерьер. Самый сложный Можно. проект, который ты делал? В данный момент делаю, я его либо в следующей неделе сдам, или уже сдал. Короче, Мгм. сейчас она на это ушло, как вам сказать. Его рассматривают сейчас мои визуализации. Вот, Ну, и, что там за объект? Какой сложности? это компания Volvo. Volvo Мгм. Group — это где они Мгм. выпускают не легковые машины, а эти Грузовики. грузовики Да-да-да. дальнобойные, Мгм. дальнобойщики, которые Да-да-да-да. катаются. Вот. Их делаю, геймплан, делаю их эти экстерьер полностью, дизайн, Мгм. вот фасад. Красавчик, красавчик. А Вот. здание тоже делал, да? 3D Max? Да, я здание делал. Молодец. А Ну, ты у меня знаешь, больше а ты по знаешь, что, интерьера. короче, я в свое время брал модель готовую 3D Max из здоровенного торгового центра многоэтажного в Астане. Ну-ну. И, короче, загнал его в Не, его программу месяц должен был Unity. быть. Я. Unity ты там можешь Да, на я C-Sharp знаю, что писать. это. И там я делал, чтобы на iPad можно было бегать по вот этому торговому центру, как, ну, примерно как ты бегаешь в Counter-Strike где-нибудь. Это, Ебать, это вообще это легко круто. делается. Это просто ты берешь Unity, загружаешь туда 3D модель, и все, и оно работает. Можно потом на iPad. То есть ты можешь даже сделать игру. Ты можешь полностью ее в 3D Max отрисовать, всю локацию, да? Ага. И загрузить. Ну, она, правда, тяжелая получается, то есть вот модель. Да, Поэтому они в основном так не делают. Они используют спрайты для игр, ну, да. чтобы она меньше работала. Но, в принципе, для работы, например, да, нам это нужно было, чтобы вот этим потенциальным заказчикам вот показать, вот Мгм. смотрите, вы хотите здесь арендовать помещение или там снимать квартиру, там еще что-нибудь. Вот вы можете походить по вот этому объекту, прям как вы бы ходили в игре. Прикинь, это вообще несложно делается. Так что Не, ты можешь свои вот эти навыки 3D-шные, да, 3D моделирования и программирования совместить. C-Sharp несложный язык, в Unity там несложно разобраться, там большие библиотеки есть для того, чтобы всякие вещи делать. Мне кажется, это будет тебе интересно. согласен, мне это и так интересно. Мгм. Мне сейчас такое направление нравится, именно в Unreal Engine, слышали, Да, да, наверное. да, знаю, да. Вот. У него просто движок позволяет иногда даже средним технике, то есть, Да, она тоже показывает как V-Ray, только вот, да, но у него тоже характеристики, нужен нормальный компьютер. Вот. да, У меня давно занимаюсь ноутом, ну, в будущем хотел бы, финансы если позволят, хотел, ну, компьютер себе собрать да, молодец. и работать, вот. А ноут оставить на Ну, программирование. компьютер собрать, знаешь, не так тоже просто. Возможно, тебе Знаю, лучше купить готовую сборку, потому что там по совместимости разные конфигурации, можно ошибиться, на деньги попасть. согласен. Поэтому Да. подумай. А вы кем работаете? Программист я. Именно, Мобильная разработка в основном. вы Python получается или через Java, Ну, скрипт? сейчас нет, сейчас я пишу на Kotlin в основном. Мгм. Kotlin, Swift, TypeScript, C-Sharp. Вот О, четыре прикольно. основных языка. Э, Прикольно, прикольно. А вы вообще как? Вы можете full stack, то есть и бэкэнд, и Я по идее, что хочешь могу, но у меня основной акцент на мобильную разработку. я понял. А А у так вас я без разницы, я что угодно. Если надо фронтенд, ты пишешь на TypeScript, да, там сейчас я ага, Vue.js изучаю. Если бэкенд, могу на C-Sharp или на Kotlin. круто, Java я блин. не люблю. Сколько вы работаете в этой сфере вообще? Ну, где-то, наверное, 13-14 лет, вот как-то так.
Офигеть, 14, наверное. охренеть можно. А это правда, что в хорошем случае, типа, если ты понимаешь, что свой язык, да, что ты, ну, до потолка трудно доходить до определенного языка, да, можно ли вообще одновременно, помимо этого языка, и включать другие там, изучать? Или лучше... Обязательно, обязательно. Все нормальные программисты знают не один язык. Я знаю там кучу, я писал на куче языков, там больше десятка, может быть. Почему сейчас именно он, мой Кент тоже айтишник, да, он сейчас просто зациклен на питоне или пайтоне, Ну как правильно хорошо, он сказать? только начинает. Начинает. Он Это нужно. он говорит, что это универсально, и для Это начала это для в качестве первого языка программирования это очень хороший выбор, Python. Это хороший выбор. отлично. И его теоретически, да, можно в любой сфере использовать. Ну, то есть он для каких-то вещей не самый удобный, потому что там с многопоточностью проблема, но да. Мгм, я вас понял. А если не секрет, интимный вопрос. Сколько зарабатываете, вот честно? Я хотел вот тоже финансовое посмотреть, если в будущем хотел Тебе бы это вот... ничего не скажет, потому что я в Голландии сижу, на самом деле. А, ну, Это я просто в чат рулетка показывает, как будто бы я в России. VPN, получается, Нет, поставить? оно мне так просто под этой учеткой показывает, что я в России. Походу, у вас IP-адрес осталось в Казахстане из-за Нет, этого, походу, да? потому что я создал учетку ВКонтакте специально для того, чтобы авторизоваться, и она меня Через "Контакты" зашли, а через, "ВКонтакте" у вас в через Казахстане. контакты она меня определила как Россию, да. Понял, Это же понял, российский понял. сайт, вот эта чат-рулетка, поэтому Ну она да, тупая. охуеть. Что я хотел спросить у вас? То есть я уверен, что большинство у нас в Казахстане сначала практикуется, там у нас казахских элементарно местных компаний. То же самое, некоторые, если повезет, Егофи, некоторые на Каспи работают. Вот. Мгм. А, Я на Егове работал, мобильное вот, приложение делал. ух ты, круто. А Егов мне нравится. iOS версию и Windows Phone версию. Ебать. Мне вот Егов нравится, он очень классный вообще. Вообще. Ну, знаешь, он раньше лучше был. Он с Серьезно? каждым годом становится все хуже, там все меньше, меньше, меньше сервисов, потому что раньше была идеология, что действительно принцип одного окна, чтобы там был слоган такой, не бегай не бегай по кабинетам, бегай по клавиатуре, да. И мы Мгм. там реализовали огромное количество сервисов, а потом чиновники из разных министерств, вот этих всех, с кем подключали, а им это напрягали, они захотели, что-то слишком много свободы у людей, надо это все поотключать нахрен. И этих сервисов становится меньше. Я помню, как я писал функцию подать в ЗАГС для брака. Вот это была вообще сложная эта функция, потому что нужно было, чтобы невеста невеста там выбрала регион, ЗАГС, то все, короче, выбрала дату, подписала это своим ЭЦП, отправила это жениху, жених это все просмотрел, подписал это все ЭЦП своим поверх этого. И все это вот этот запрос отправился соответственно, в систему, где ЗАГСы, да, и вот это забронировало, и потом им пришло уведомление. Ну, короче, там прям сложная такая схема. Вот эта функция. Это нужно было для того, чтобы люди вообще не выходя из дома, просто с сотки могли бы все так вот себе спланировать Пиздец. свадьбу, никуда не ходя. Ебать. А что получается, помешало, по большей части, чтобы это не осуществить? Это нет, почему это работало? Это работало. Я не знаю, сейчас работает нет, но я это сделал. Это работало. Я тебе говорю, проблема там не Установите в техническом большинство плане, проблема в бюрократах. Проблема в бюрократах, которые не хотят населению Казахстана давать слишком много возможностей цифровых. Они типа, в чем надобность тогда в них, в чиновниках, понимаешь? Им же нужно, Я чтобы они понял. сидели между людьми и тем, что нужно людям, чтобы они решали, можно давать, не можно давать, им нужно, чтобы взятки, понимаешь? Почему в госорганах где-нибудь бывают очереди, да? Что, им сложно решить проблему очередей? Бывает? Нет, вообще не сложно. Если не будет очередей, кто будет чиновнику платить взятку за то, чтобы обойти эту очередь?
Блядь, пиздец, Понимаешь, съёбан. они всегда думают, как владелец шлагбаума. Вот есть у нас дорога, по которой все Да, ездят спокойно и так далее. А я поставлю шлагбаум и буду, короче, всех пропускать или не пропускать за деньги. Чиновник всегда пытается везде поставить шлагбаум и заработать на этом деньги. Он пытается везде создать очередь, создать какие-то проблемы и так далее. жесть. Это это можно смотреть как просто бизнес, ничего лишнего, но при этом и плохо в нашем менталитете. Я не знаю. Менталитет тут ни при чем. Это просто наследие советского режима. Потому что Советский Союз также работал, и они также работают. То есть это советский Ага, менталитет. Это не казахский я понял. менталитет проблема. Это проблема А, в советском менталитете. Понимаешь? получается, я понял. Я То, что понимаю все тебя. власти, они совки. Это же коммунисты, что ты хочешь. Ну да, они хотели, чтобы мы были, грубо говоря, ну, короче, государстве немножко, как он, зависимым. То Да, есть, они считают, что они не верят ну, в верховенство ментальность. человека над государством, да, в индивидуальные какие-то свободы и так далее. Они считают, что вот государство это все, типа, если ты такой умный, почему строем не ходишь, ты должен и тебе сказали идти копать, и ты пошел, должен копать, потому что я здесь государство, и я тебе приказываю. Ну, мне вот говорил, у меня на работе один инженер есть, он хвалит СССР, но он не говорит, что там было очень хорошо, именно доказав. Но культуру он больше нахваливает, что там было больше образования, лучше образование, так как было Таких бесплатно, называют там было, ватники, а по-казахски называют мактабас. да. И много вот это говорит, и я прекрасно понимаю, что раз уж если бы время было бы все идеально, хорошо, она бы не менялась, понимаете? Вот. Раз Он уж она развалился не меняется, просто значит, так, всё да. хорошо. Вот. Так что такого антиутопии не существует, мне кажется, это невозможно такое сделать. Чем для казахов запомнился Советский Союз? Тем, что был геноцид, а может быть даже и два. Да, Понимаешь? И новый Советский Союз, вот твой вот этот коллега, который там мечтает о новом Советском Союзе, да-да. он неизбежно приведет к новому геноциду, потому что найдутся люди, которые не захотят быть рабами, они не захотят жить в Северной Корее, и придется этих людей убивать. Ебать. Я рад, что я родился в это время, в этой стране, А ты честно. еще можешь пожалеть. Ты еще можешь пожалеть, потому что не все так хорошо. Потому Я что, знаю, что в потому что Казахстане ебать как строят охуенно. цифровой концлагерь, когда хотят с помощью вот этих технологий, с помощью машин learning, да, распознавания камеры и так далее, всех построить новую Северную Корею. То есть это будет как... Они пытаются построить Северную Корею, но с продвинутыми технологиями, чтобы эти технологии работали на порабощение людей, а не на их освобождение. Вас как зовут? Оскар. Оскар, вы очень интересный человек. С вами можно общаться на любые темы, вот спокойно и интересно. Я вот хотел вас... Подписывайся, у меня есть YouTube канал. Можешь Ага, подписаться, если хочешь. классно. Давайте скажите свой YouTube канал, я заранее напишу. youtube.com/baskar через букву Q. Баскар. О, все, я вас нашел. Все? Ага. Вы еще стримы делаете, у вас там флаг стоит сзади. Да, да, да. Ух ты, классно. Ну все, давай. Пошел я Удачи дальше. вам. Дальше. Давай. Пока. Учись, молодец. Стремись, развивайся. Любить не стоит, любви не стоит. Шовиктерді қашан ұстайсыз? Гүлдана Байкенова дейді. О, подписка. Да, шовиками сейчас проблема. Шовики сейчас в дефиците. Сейчас все шовики у нас нейтральные. Понимаете, Гульнада Байкенова? В Китае так и работает, насколько я знаю. Правильно, Марат Айтпай? Именно китайские специалисты это все приехали и строят, обучают наших. Как построить цифровой концлагерь. Идем в зоопарк. Меня блокируют.
Арсен Негодяй зовут его. Негодяй. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.